Полуразрушенные дома и затоптанные огороды – это не результат боевых действий или стихийных бедствий. Просто власти района Гисар выполняют распоряжение из Душанбе расчистить территорию для расширения военного аэродрома Айни. Сказали, что у вас 24 часа времени. Приехали тракторы. У одного водителя совесть была. Он уехал. Второй сказал, мне все равно. Возьмете вещи, берите, иначе так снесу. 22 дома уже частично снесены. Еще 48 на очереди. Их пустят под нож в ближайшие дни. Все здания расположены практически впритык к военному аэродрому. Власти обещали людям выделить по 5 соток земли и выплатить какие-то деньги на строительство нового жилья. Дома уже сносят, но из обещанного люди пока получили только участки, и им приходится жить на развалинах собственных домов. Бахтинису временно оставили одну комнату, чтобы ей с 8 детьми не пришлось жить под открытым небом. Я одна, муж в трудовой миграции. Пришли сегодня, снесли забор, кухню и туалет снесли, негде детям готовить еду. Одну комнату пока оставили, огород испортили. Говорят, так живи, пока деньги не поступят. Что нам делать? Старшим детям скоро идти в школу. Как дальше жить в этой ситуации, женщина просто не знает. Говорит, что ей сначала должны были предоставить все обещанные условия и только потом лишать дома. Дома у людей сносят селем, им помогают, а наши просто сносят и ничего не делают. Вот посуда и вещи во дворе сложены. Районные чиновники говорят, что снос проводится по распоряжению правительства страны. Жителей якобы предупреждали: освободите дома. Правда, не уточнили, куда им идти и как дальше жить. Деньги уже выделены, и чтобы их распределить, осталось решить несколько формальностей. Уже снесенные дома оценили в $500 000. У 22 семей всего 6 домов. Остальное – участки, огороды. Деньги выделяет не районная администрация, а республиканская. Это из бюджета государства. Каждый дом оценивают минимум в 200, а то и больше тысяч сомони. Получается, что государство дает и землю, и деньги. Территорию аэродрома планируют расширить до 250 гектаров. С этой целью в округе в ближайшие годы будет снесено порядка 400 жилых домов и хозяйств. Этот аэродром – стратегический объект и используется для военной авиации. Около 5 лет назад Айни был полностью реконструирован. Отстроены заново ангары и башни управления воздушным движением. Взлетно-посадочная полоса продлена до 3 километров и 200 метров. Помимо таджикских военно-воздушных сил, здесь сегодня базируются авиасоединения российской армии. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия. Таджикистан.